А что я хотела сказать? Вот мы подошли. Вот мы подошли. Вот мы подошли к сопке. Подъему на сопку. Ну рассказывай тогда, раз ты меня перебиваешь. Я не перебиваю. Ты мой суфлер. Да. Мы подошли к сопке Бурачка. И сейчас пойдем наверх. Какой там? Высота какая? 150 метров? 1250 метров. Короче, идем наверх туда. Сейчас вот посмотрим. Итак, вот у нас вид на город. Тут дома жилые. Вон там сам центр Владивостока. Мы подошли, и вот здесь начинается подъем. Уточнили высоту 138 метров всего. Здесь 2 видовые площадки должны быть. Мы готовы подниматься? Мы всегда готовы. Мы всегда на подъеме. Всегда идем вверх, вперед, к солнцу, к небесам. Я не вижу себя. Я тебя вижу. Всем привет. Сопка благоустроена по нацпроекту «Городская среда». Так, значит, у нас здесь первая видовая площадка. Здесь у нас что? Водонапорная башня. Ну, скорее всего, да, это была водонапорная башня. Вот этого всего не было, да, ты говоришь, месяц назад? Этого всего не было. Ну, деревца, может быть, посадили, столбы стояли, но не были подключены. Ага. Сейчас доделали, подключили, вон ящик МТС даже висит. Камеры. Я надеюсь, что ветер не помешает записать звук. А то, если нет, то придется накладывать титры. Ямальская? Приемы перетягивающие. Масс-рестлинг. Здесь указаны правила поведения на детской площадке. У меня рот замерз, я не могу читать правила поведения на детской площадке. Ой, я хочу в этой штуке покататься. А вот это у нас? А вот это у нас впереди виднеется другая сопка под названием Монастырская. И вот этот вот вверху купол в виде круглой непонятной штуки наверху, это бывшая военная радиолокационная станция. Этот, кто тебе фотки отправлял. Да, сейчас на сегодняшний день она разрушена. Сопка, да, названа в честь начальника военного поста порта Владивосток. Неважно. Евгения Степановича Бурачка. Соответственно, сопка называется сопка чья? Бурачка, а не сопка Бурачка, как многие говорят. Потому что это фамилия. Неважно. Короче, общаясь с китайцами, Бурачек увлекся и стал изучать восточную философию и местные обычаи и буддизм, особенно при работе на посту начальника Владивостока. Ему понравилась буддийская мудрость. Ничем из ничего созидать. Да, вот здесь имеется парковка, так что можно приехать пешочком. Водонапорная башня была построена в 1970. Поднимаемся наверх. Ну, нормально такой подъем. Ветрено. Вот тут есть скамейка. Медитативная? Медитативная. Лавочка, потому что стоит напротив солнца. И все распределяет для того, чтобы сидеть и получать чистую солнечную энергию. Так присядь, что стоишь-то? Идем дальше. Если я присяду, тебе придется присесть со мной. Нет, я не хочу. Чаю. Ну, давай здесь попьем чай Давай. тогда. Давай. Попьем чаю. Слушай, ну когда ветра нет, тепло. Вообще офигенно, когда. Так мы с собой взяли наш хороший термос Арктика. Синенький. А что у нас там? У нас там убойная смесь? Убойная смесь пуэр, шупуэр черненький и пара веточек сагандаля. Да. Эх, сейчас будет. Сейчас это очень быстро забежит наверх. Даже ноги до пола не достают. Так
какая широкая скамейка. Ничего не вижу. Садись Всё вижу. со спинкой. Насыщенный. Ой, такой запах, аромат прям. Я саганделя слышу. Спасибо. Немножко мы тут разлили. Ну, по якутским поверьям, это нормально. Покормили землю. Напоили вкусным чаем. Тебе не холодно? Нет. Видимо, нет. Полярным солнцем. Это же солнце. Оно не полярное. Я промолчу, как обычно. Сказано было и так достаточно. Всем пока. Приходите на сопку, приезжайте в город, Welcome to Владивосток. гуляйте по этому бесконечному муравейнику. Может быть, очень красивое, прекрасное. Ну а нам пора. Пить чай дома.